За время нашего путешествия мы уже проехали тысячи километров дорог, а прошагали сотни. Отдохнули в самых популярных курортных зонах и побывали в местах девственной природы. Фантастические пейзажи, бескрайние степи, уникальные озера, высокие вершины. Каждый раз открываем для себя просторы Казахстана по-новому. И не спешим завершать, ведь впереди еще столько всего неизведанного. Фух. Говорят, что если проползти вот под этими камнями и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Поэтому посмотрим, насколько легенды правдивы. Чего не сделаешь ради искусства и своего желания. Итак, в прошлой программе мы побывали в таинственной местности Биктау-Ата. Мы насладились потрясающим ландшафтом, послушали прекрасное пение птиц, искупались в озере и готовы продолжить нашу увлекательную поездку. И сегодня мы отправляемся к священным местам, к уникальному мавзолею Домала-Кана. Вы узнаете, кем на самом деле была эта загадочная персона, правда ли это место наделено силой и почему поток паломников не прекращается ни на один день. А еще нас ждет удивительный горный массив центрального Казахстана – Улытау. Поговаривают, здесь находились ставки многих ханов, кочевых племен. Что ж, узнаем подробно. Мы будем рады, если и вы составите нам компанию. Итак, мы начинаем. Центральный Казахстан. Сарыарка. Самое сердце страны. Добирались до этого места мы достаточно долго. Жара, ухабистая дорога, практически отсутствие сна. С каждым часом сил становилось все меньше. Каждый член команды, похоже, заскучал по дому. Но мы смогли побороть невзгоды и все же достигли пункта назначения. Не забывайте о нашем конкурсе. Загрузите свое фото путешествия по Казахстану, укажите хэштег Across the Kazakhland и получите шанс выиграть ценные призы. Горы Улытау – древнейший массив в центральном Казахстане. Протянулся он через всю степь с севера на юг на 200 километров. Расстояние от Караганды до Улытау составляет 663 километра. Время в пути – 8,5 часов. Виталий, О. здравствуйте. А вот и вы. Как раз вот пара вопросов есть по Улытау. Вот что вы можете рассказать про вот это, как называется вообще Улытау? Что это, горный комплекс? Ну, по факту это и горы. Есть понятие горы Улытау. Улы – это великий, Тау – это гора. Но по факту это название обширного такого исторического региона. Ага. Это не просто горы. Это где-то, так сказать, 150 на 200 километров территории. Такой большой квадрат. Ну а наша вторая съемочная группа сегодня приехала в один из самых прекраснейших мавзолеев Средневековья – Мазар Домала-Кана. С давних времен казахский народ высоко почитал выдающихся личностей как при жизни, так и после смерти. Мавзолеи им возводили в самых красивых местах. Таких архитектурных памятников по всей стране множество, однако лишь малая часть пользуется большой популярностью среди туристов. Расстояние от Шымкента до мавзолея Домала-Кана составляет 80 километров. Это примерно 1,5 часа езды на автомобиле. По дороге в священную пещеру Ахмишет находится мавзолей Домала-Кана, настоящее имя Нурия. Расположен в Туркестанской области, в Байтбекском районе, в 80 километрах от города Шымкент. Архитектурный памятник XI века. Пока Жулдыс осваивается, мы вновь перемещаемся в центральный Казахстан. Очень часто говорят, что в моих работах то, чего нету в природе, ну, типа там фотошоп. Вот. То есть я снимаю все как есть. И та чистота природная, да, вот, которая есть в моих кадрах, без мусора, вот, без там, вот этой цивилизации, без инфраструктуры. То есть это вот то, что мы должны сохранить, и донести до своих потомков.
то, чем мы должны гордиться, то, о чем будет завидовать потом нам мир, что у нас есть это. Итак, горный массив Улутау тесно связан с национальной историей. Здесь каждый камень хранит большие тайны. В древности этот край был любимым местом многих правителей кочевых племен. Здесь была расположена ставка старшего сына Чингисхана, Жоши-хана. Отсюда Батый направил свое войско для завоевания восточных земель. В горах Улутау похоронен хан Золотой Орды Тохтамыш. В общей сложности насчитывается 636 важных памятников, 282 из которых были занесены в историко-культурную карту фонда музея Улутау. Чем он интересен? Ну да, с одной стороны, там есть горы, как это следует из названия, включая гору Аулие, она же Улутау. Это, считается, что допустим, для хана Джучи, сына Чингисхана, и для его потомков эта гора почиталась в качестве какой-то тотемной. Так. То есть она для них была священной. Более того, эти места интересны своими захоронениями вокруг. Так, сам Джучи, он похоронен неподалеку от гор Улутау, в долине реки Каракингир. Там же похоронен, это сложно сказать, что это историческая личность, но тем не менее, будем считать, что это историческая личность, Алаша-хан. Никто толком не знает, кто это. Есть очень много точек зрения, что это мог быть Хакназар-хан, что это мог быть Урус-хан, что это мог быть даже сам Чингис-хан, учитывая то, что это вообще захоронение от Джучи находится совсем недалеко. Но, тем не менее, казахи издревле считают, что Алаша-хан – это первопредок казахского народа. В X-XI веках Алаша-хану был возведен мавзолей. В 1982 году его включили в список памятников истории и культуры КАЗССР. С тех пор он находится под защитой государства. Под защитой государства находится и мавзолей дома Лакана. Сооружение относится к XI веку и является священным местом у мусульман. Каждый месяц сюда приезжают тысячи туристов и паломников, чтобы прикоснуться к святыне. Впервые мазар был возведен по приказу внука дома Лакана Дулата в 1456 году. Для этого специально был приглашен мастер из Бухары Абдулла Шери. В последующем сооружение несколько раз разрушалось и реставрировалось, но сохранить первозданный вид так и не удалось. В 1996 году здесь была проведена большая работа. Эти белые камни, из которых сегодня выложен мавзолей, специально были привезены из Мангыстау. На стене у входа надпись «Памятник в честь дочери Ак-Султан, великой Бабыша-Рана», а внизу куплет из песни, призывающей уважать матерей. Развитию туризма в Южном Казахстане сегодня уделяется большое внимание. Для создания благоприятных условий были разработаны 2-3-дневные туристические маршруты по самым интересным местам. В этот список вошло 84 историко-культурных объекта. Вообще, в Южном регионе насчитывается более 800 памятников. Каждый турист найдет себе по вкусу отдых. Большое количество святых мест, большое количество родников, именно не просто родников, а именно таких вот и святых родников, мавзолеев, различных исторических мест, поразительное количество мест, в которые люди ездят и именно излечиться, либо забеременеть, вылечить детей, матерей, родных. Я сначала не знал, что настолько много людей ездит в эти места, пока сам это не увидел. Трудно сказать, что мне больше всего понравилось, потому что мне понравилось все. Все очень разное, все 3 области, которые мы проехали. Наверное, больше всего впечатления у меня по Алматинской области, потому что мы там провели больше всего времени, и она мне показалась самой разнообразной. Из-за того, что там есть горы, лыжный курорт, много заповедников, национальных парков, которые мы посетили. Ландшафты там просто космические. Не забывайте следить за нашим путешествием по хэштегу Across the Kazakhland. Рассказывайте о своих эмоциях, планах и любимых местах в комментариях.
А пока предлагаем узнать, как дела у нашей второй съемочной группы. Горы Улытау являются священными для всего казахского народа. В средние века здесь провозглашали ханов, вершили власть. Сюда же стекались многотысячные войска 3 жузов. Кажется, что спустя сотни лет эта земля все еще хранит величественный дух предков. Светлое небо, вершины, реки и камни. Вот что до сих пор передают атмосферу тех времен. Надо сказать, что и до Джучи-хана, и до Алаша-хана, если он таковой был, люди в этом регионе активно селились, жили, умирали, строили, творили. Потому что одно вот собрание наскальных рисунков, то есть они там есть в Теректах, в Байконуре, Тамды, Зангыртас, это эпоха бронзы, это даже чуть раньше и вплоть до тюркских времен. Опять же, тюрки, там есть несколько локаций, где мы можем найти каменные изваяния. В бронзовом веке вот мы были в Бегазах, это вот тот самый как бы временной отрезок, Бегазы-Дандыбаевское время. В Улытау он также представлен. Памятники эпохи бронзы, поселения, величественные постройки Бегазы-Дандыбаевской культуры были найдены во многих речных долинах центрального Казахстана. Захоронения знатных исторических личностей Айбас Дарасы, Уйтас Айдос, Акоба и другие по сей день привлекают ученых и исследователей древности со всего мира. И наше увлекательное путешествие продолжается. Кстати, участвуйте в нашем розыгрыше «Повтори кадр». Загрузите в Инстаграм свое фото, такое же, как у Жулдыз и у Антона, из путешествия по Казахстану. Укажите хэштег Across the Kazakhland и получите шанс выиграть ценные призы. Ну а пока мы передаем эстафету нашей второй съемочной команде вместе с Жулдыз. Ребята сейчас находятся в Южном Казахстане, в мавзолее Домалак-Ана. При жизни эта женщина была очень доброй и всегда помогала людям. Поэтому ее и прозвали Дихнат Мама, что в переводе с персидского означает «святая мать». Впоследствии слово «Дихнат» изменилось на «Домалак». Слава об удивительной женщине разошлась на весь край, а прославилась она благодаря чистоте своей души и святости. Домалак-Ана была младшей женой Байдибек-ата, известного полководца, который правил в Семиречье. В персидских старинных летописях можно найти рассказы о жизни святой. Домалак-Ана – настоящее имя Нуриля, одна из легендарных матерей казахского народа, третья жена великого полководца Байдбек-бея, прародительница таких казахских родов, как Дулат, Албан, Суан. Домалак-Ана обладала незаурядным умом. Сегодня она является символом доброты и материнства. Говорят, что благодаря умным решениям она могла примирять враждующие между собой племена. Легенды гласят, что Домалак-Ана была провидицей и помогала всем, кто просит. Однажды у ее мужа украли весь табун лошадей. Байдибек-ата сильно разозлился и решил устроить погоню. Домалак-Ана сказала, чтобы он ни в коем случае не преследовал врага, и что табун вернется через 6 дней. Однако Батыр не послушал жену. В итоге в этом страшном бою погибли 6 его детей от первой жены, а стадо само вернулось в указанную дату. Люди обращаются к Домалак-Ана за советом и сегодня. Умирая, Домалак-Ана попросила близких, чтобы они не торопились хоронить ее рядом с мужем. Она сказала: «Погрузите мое тело на верблюда, оставьте меня там, где он опустится на колени». Место это было выбрано не случайно. Здесь чувствуется особая сильная энергетика. Люди, кто приезжает сюда, получают благословение у Домалак-Ана. В основном за помощью к святыне обращаются бездетные пары. Можно ли считать это чудом или совпадением? Но у многих семей, побывавших здесь, в скором рождались дети. Археологические памятники, памятники истории и культуры Южного Казахстана являются не просто уникальными. Каждый из них – это многонациональное культурное наследие нашей страны. Большинство связано с теми или иными важными историческими событиями, а также жизнью выдающихся людей. Вот только, к сожалению, древние сооружения бессильны перед временем. Именно поэтому так важно сегодня уделить должное внимание вопросам предотвращения разрушения или причинения вреда объектам культурного наследия. Здесь
очень много поселений, эпоха бронзы, эпоха сакского времени, Карлухские, Усунские государства. И расцвет этой культуры начинается фактически потом эпоху тюркских каганатов до казахского ханства и после казахского ханства. Здесь очень много памятников от эпохи палеолитов, вкончая до современности. Поэтому этот регион привлекает очень много достопримечательностей. Поэтому является одним из центров туризма. За время нашего путешествия мы открыли нашу родину с совершенно другой стороны. Не согласившись на эту поездку, мы бы и предположить не смогли, насколько богата и разнообразна наша страна. С самого начала мне немного не хватало этнографии и культуры, но когда мы приехали в Жамбылскую область, особенно в Туркестанскую, вот мы были в мавзолее Ахмета Яссауи, мне очень понравилось. Это, конечно, производит впечатление. Все эти постройки и масштаб построек. Красота сохранившаяся. Хотелось провести там больше времени. Вообще есть желание в каждой точке, где бы мы побывали, побывать еще раз. И уже более вдумчиво, с большей осознанностью, чтобы когда мы ехали, мы знали, куда едем и что нам предстоит увидеть. Степь или города какие-то. Великий шелковый путь – это такие абстрактные понятия, но на деле оказалось совсем по-другому. Я уверен, что мы еще вернемся. И мы пока не спешим завершать наше путешествие. И прямо сейчас продолжим исследование центрального Казахстана. В средние века этот район называли Дачи-Кыпчак. В переводе с арабского означает «страна кыпчаков». Эта территория была поделена между кыпчаками, агузами и кимаками. Из истории нам известно, что эта благодатная земля никогда не принадлежала только одному правителю. Все эпохи истории Казахстана в таком концентрированном виде, их можно там найти. Ну и плюс очень интересно, в общем-то, зайти на ту же самую вершину Аулие. Это несложно, это паломнический, так сказать, объект. Поэтому там даже бабушка какая-нибудь или дедушка туда легко залезут. Вот. А там есть вершина Едыге, на нее тоже можно зайти, это уже будет чуть интереснее. И опять же, там что неприродный объект, с ним связана какая-то всегда история или легенда. Вот, допустим, Едыге – это очень интересная гора в том смысле, что считается, что на ней похоронены эмир Едыге и хан Тахтамыш. То есть это период Золотой Орды, период борьбы, так сказать, распада уже Золотой Орды, когда хан Тахтамыш воевал с Амир Тимуром. И, в общем-то, он то воевал при его поддержке за власть в Золотой Орде, он воевал с эмиром Едыге, с Ногайским. Вот, они так воевали, а потом почему-то оказались на одной вершине и оба погребенными. Но в самом деле это сказки, никто из историков в это не верит. Все считают, что эмир Едыге умер где-то в Сибири, а хан Тахтамыш где-то в районе Тамани возле Азова. Горы Улытау помнят многих великих людей Средневековья, послов, командиров, проходивших когда-то здесь. С именем Улытау связаны биографии таких исторических личностей, как Абылай, Абулхаир, Кетбуга, Джанибек и Кирей и многие другие. Рядом с селом Сарлык находится холм Алтын-Шакы. И на вершине этого холма в 1391, по-моему, году был установлен камень. Амир Тимур шел войском на хана Тахтамыша и выбил там вот эту надпись. Что интересно, это наличие этого камня было известно еще где-то в 17 веке. Я находил старую французскую карту, где было написано, что здесь Тамерлан поставил свой камень о походе на Тахтамыша. Вот, в 30-х годах наш геолог казахский Каныш Сатпаев, он нашел этот камень. Вот, и, по сути, вот этот камень – это чуть ли не единственное письменное свидетельство того, что вот этот поход проходил по этой территории, что этот поход вообще был. Потому что они не дошли, они гоняли за Тахтамышем, потом вернулись. В годы Великого бедствия этот край прославился тем, что здесь впервые объединились племена, населявшие территорию современного Казахстана и смогли разгромить джунгаров. Здесь даже есть урочище с названием Калмак-Кырган, что означает «победили джунгар». Здесь же в 1916-17 годах проходили восстания Кенесары Касымова, Амангельды Иманова и Алиби Джангильдина. Во все времена здесь активно развивалась торговля, городская культура, различные ремесла.
Об этом свидетельствуют проведенные исследования на городищах Аяк-Камыр, Орда-Базар, Жоши-Орда. Историки предполагают, что торговля здесь возникла еще до Великого Шелкового пути. Ярмарки здесь проводили до 30-х годов прошлого столетия. Величественные просторы Улытау в своей поэме «Шахнаме» описывает Фердауси. Арабский путешественник XI века Аль-Идриси в своих заметках также отметил красоту и богатство этих гор. Упоминаются они и в народных сказках «Ертостик». По своему пейзажу край напоминает Кокшетау, Баянаул или Каркаралы, но все же у него есть своя изюминка. Это поистине жемчужина центрального Казахстана. В недрах Улытауской земли обнаружена практически вся таблица Менделеева. То есть здесь намешано столько историй, столько исторических периодов, что туда вот приезжаешь, и там вот реально такая земля легенд. Ну, то есть вы исторических. посоветуете, вот туристический потенциал, это скорее паломническо-исторический или же какой-то еще, то есть... Ну, я бы сказал, в большей мере исторический. Потому что паломнические объекты, они у нас везде есть, они на ровном месте создаются. А здесь ничего не нужно создавать. Здесь как бы живая история, да, ты просто видишь это своими глазами. Вот древние мавзолеи, наскальные рисунки, вот все эти камни, все оно существует. Спасибо, Виталий. Слушайте, вас нужно брать в любой поход. Обязательно. Вы помогаете. Спасибо. А вы здесь как, случайно сфотографируетесь просто? Да, так проходил. Хорошо, удачи вам. Следите за всеми нашими новостями в социальных сетях по хэштегу Across the Kazakhland. Не забывайте о фотоконкурсе, загрузите интересное фото с путешествия в Instagram, отметьте нашу программу и получите шанс выиграть ценные призы. Торопитесь! А у нас на очереди Южный Казахстан. Приезжая в святые места, помните об установленных правилах. Женщинам в брюках или коротких платьях и без головного убора вход в мавзолей запрещен. Тем более нельзя в таком виде делать фото на фоне древнего мазара. В шортах и в футболках запрещается приезжать и мужчинам, только длинные штаны и закрытые рубашки. Но несмотря на все предписания, законы туристов не отпугивают, а наоборот. С каждым годом сюда приезжают все больше желающих. Меценатам даже пришлось построить целый гостиничный комплекс. Здесь может остановиться на ночь любой желающий. Из-за того, что здесь самообслуживание, ночевка в гостевом доме обойдется почти бесплатно. Много лет прошло с тех пор, как творила на свете чудеса дома Лагана. Однако тропа к ней не зарастает по сей день. Мазар входит в список главных достопримечательностей Южного Казахстана. Тем, кто решит отправиться на экскурсию, заодно покажут таинственную пещеру Ак-Мешит, расположенную неподалеку, мавзолеи Байдибек-Ата и Кос-Ана. Обойдется поездка в 3000 тенге для взрослых и 2500 для детей, студентов и пенсионеров. Казахстан, он действительно уникален в том, что мы имеем все виды ландшафта. У нас есть и, скажем, и море, да, Каспий, у нас есть и семитысячники. Мы вообще имеем семитысячник, один из таких значимых, скажем, в альпинистском мире, это пик Хантенгри. Вот, вообще центральный Тянь-Шань, вот, который у нас есть территориально на нашей территории Казахстана, это целый мощный плацдарм для альпинизма. Вот. Потом, если брать южные, да, регионы, там тоже очень интересные у нас рельефы и пустыни, вот, и опять-таки бескрайние степи. То есть у нас контраст очень мощный. Вот, и опять-таки уникальный Алтай наш. Вот. То есть Белуха с казахстанской стороны, она, я считаю, может быть даже интереснее, чем с российской стороны. И на этом наш выпуск подходит к концу. Сегодня мы с вами побывали в удивительных живописных горах Улытау. Мы обязательно сюда вернемся. А еще мы попросили благословения у матери казахского народа Тумала Канна. Следите за нашим путешествием в социальных сетях по хэштегу Across the Kazakhland. Пишите свои пожелания, комментарии, делитесь рассказами о своих увлекательных поездках. На сегодня все. До встречи на дорогах.